Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 28 марта в Якутске завершилась научно-практическая конференция «Современные возможности» на втором этапе медицинской реабилитации пациентам различного профиля. В работе конференции приняли участие ведущие специалисты по медицинской реабилитации Республики Татарстан. Гостья в студии Резида Бодрова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Республики Татарстан, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук. Резида Ахметовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие у вас впечатления от работы межрегиональной научно-практической конференции, которая прошла в Якутске? Вы знаете, очень благоприятное впечатление, и действительно удивило, что не только был полный зал, где вчера проходила эта конференция, но значительные изменения в понимании процесса всех абсолютно специалистов. То есть как единая дружная команда. Все были просто погружены в актуальные вопросы реабилитации, и настолько мотивированы были глаза и заинтересованы все взгляды, обращенные на спикеров данного мероприятия, что, в общем-то, захотелось приехать еще раз к вам. Вот что такое медицинская реабилитация? Вот что означает второй этап медицинской реабилитации? Само определение медицинской реабилитации означает, что это комплекс мероприятий различного плана. То есть это комплекс мероприятий медицинского, психологического, социального, профессионального плана, который направлен на одну единственную цель – это повышение качества жизни наших пациентов. Поэтому вчерашнее мероприятие было как раз посвящено тому, что насколько можно и улучшить организацию оказания помощи по реабилитации, внедрить инновационные технологии, чтобы повысить качество жизни, степень независимости наших пациентов от окружающих после различных событий в жизни, которые нанесли ущерб здоровью. Это могут быть такие состояния, как инсульт, черепно-мозговая травма, спинномозговая травма, после эндопротезирования и ряд других состояний. Ну вот речь шла в первую очередь о втором этапе медицинской реабилитации, значит, есть несколько этапов. Вот расскажите подробнее. Да, совершенно верно. Первый этап медицинской реабилитации, когда помощь оказывается, например, в сосудистых центрах Республики Якутия или Саха. Второй этап – это стационарная реабилитация, когда пациенты очень трудно перемещаются, зависимо от окружающих. И третий этап – это амбулаторно-поликлинический, когда пациенты могут приходить самостоятельно на различные технологии медицинской реабилитации и, соответственно, получать ее дистанционно при возможностях телемедицинских технологий. Вот вы как раз обсуждали на конференции второй этап медицинской реабилитации. Вот расскажите об этом этапе и какие у него особенности. Наверное, самая проблема, которая стоит абсолютно во многих, так скажем, учреждениях, это именно направление пациента сразу же после операции либо какого-либо другого состояния острого. То есть, когда у пациента возникает, например, острый инфаркт миокарда, то вся цель реабилитации направлена на то, чтобы как можно раньше пациенту восстановить утраченное здоровье. Или, например, после инсульта, когда есть нарушение речи, нарушение в двигательной сфере, как можно раньше начать реабилитационное мероприятие. Поэтому вчерашние вопросы как раз были посвящены тому, как можно быстрее, то есть сразу же после первого этапа, после острого периода или после оказания помощи уже в экстренной форме, принять пациентов на стационарную реабилитацию без промежутка, то есть без пребывания в домашних условиях. И чем раньше начата медицинская реабилитация, чем она более индивидуальнее, комплекснее, тем лучше будет результат в итоге. Ну вот чем, например, последний этап медицинской реабилитации отличается от санаторно-курортного лечения? Вот здесь какие особенности? Действительно, раньше, когда мы работали по приказу Минздрава Российской Федерации, у нас были вопросы, как же отличить эти этапы. Но на сегодняшний день все очень четко. Амбулаторно-поликлинический этап – это третий, считается этап. Санаторно-курортное лечение – это та форма оказания помощи специализированная, которая не входит в обязательное медицинское страхование. Это абсолютно во всех регионах Российской Федерации. Единственное исключение составляют те санатории, которые входят в Минздрав и оказывают помощь по системе ОМС.
То есть санаторно-курортное лечение направлено прежде всего на дальнейшее оздоровление, улучшение здоровья пациентов. Это полностью себя обслуживающие пациенты, которые нуждаются именно в мероприятиях по тем мероприятиям, которые будут улучшать их здоровье, чтобы сразу же вернуться в работу, в свою деятельность социальную, профессиональную. То есть санаторно-курортное лечение, оно большей частью захватывает именно все технологии, которые направлены на профилактику заболеваний, на дальнейшее повышение качества жизни пациентов. В некоторых регионах санаторно-курортное лечение входит в обязательное медицинское страхование. Ряд детских санаторий входит в обязательное медицинское страхование. И помощь оказывается также бесплатно. Мгм. Ну, то есть для профилактики все-таки санаторно-курортное лечение лучше проходить, Конечно, получать, да? конечно, конечно. А вообще, что такое, что означает понятие кинезиотерапия? Вот что это такое? Само понятие кинезиотерапии происходит от двух слов. Кинезис – это движение, терапия, в прямом переводе это лечение, то есть это лечение движением. И когда мы говорим о ранней, особенно реабилитации, мы имеем в виду, что пациенты обездвиженные нуждаются как можно быстрейшей активизации, то есть перемещение, чтобы его правильно посадить, переместить с кровати в кресло, либо, допустим, в прикроватное, там, скажем, кресло, либо в кресло инвалидное. То есть как можно быстрее его активизировать. И кинезиотерапия, это, собственно говоря, по-русски, это лечебная физкультура, это лечение движением. Либо пациент выполняет движение сам под контролем инструктора, либо инструктор за него выполняет движение. Мы говорим тогда о пассивной кинезиотерапии. Активно, когда пациент может выполнять определенные движения самостоятельно. То есть это комплекс, так скажем, технологий, которые направлены на улучшение двигательных возможностей пациента. Мгм. Вот. А какое значение вообще имеет работа мультидисциплинарной реабилитационной команды? Вот кто в нее входит? Вы знаете, очень хороший вопрос, спасибо. Действительно, это, так скажем, уже идет как стандарт международной практики. И когда мы говорим о формировании мультидисциплинарной реабилитационной команды в соответствии с порядком, утвержденным для взрослых и для детей, это 788-Н приказ Минздрава Российской Федерации, мы говорим о том, что состав команды, он будет разным в зависимости от того, какой профиль пациента. Но если это пациенты неврологического профиля, возглавляет команду врач-невролог. Если он прошел подготовку по специальности врач физической реабилитационной медицины или врач по медицинской реабилитации, он возглавляет эту команду. И в эту команду входит, если это после инсульта или черепно-мозговых травм, например, входят специалисты с высшим немедицинским образованием. Например, медицинский психолог, который восстанавливает речь и глотание, медицинский психолог, который восстанавливает высшие психические функции, физический терапевт, который занимается лечебной физкультурой и кинезиотерапией, социальный работник, ну и те востребованные специалисты, такие как врач лечебной физкультуры, врач-физиотерапевт, может входить нейрохирург, если он будет ключевым, либо уролог. То есть это мультидисциплинарная команда, которая направлена для, так скажем, достижения цели медицинской реабилитации, которая выставляется вместе с пациентом. И в члены команды обязательно должен входить и пациент, и тот человек, который находится рядом с ним. Мгм. Ну, то есть с одним пациентом работает достаточно большая команда специалистов. Да, ну вот расскажите, какие, может быть, есть особенности второго этапа или проблематика вот, в его внедрении, в его работе, например, можно так сказать. Самая, наверное, на сегодняшний день проблема – это та, что доукомплектовать именно кадровым составом. Благодаря федеральной программе «Оптимально для восстановления здоровья медицинской реабилитации» в Республике Якутия также ряд учреждений принимают в этой программе активное участие, проходит дооснащение самым современным инновационным оборудованием. И проблема, наверное, сейчас – это не только подготовка кадров, чтобы они могли работать на этом оборудовании, его использовать в ежедневной практике, охватывать всеми возможными средствами пациентов, но это и подготовка именно кадров немедицинских. И вот в этом есть пока сейчас небольшая проблема. Мы ждем утверждения профессионального стандарта для физического терапевта, эрготерапевта, для медицинских логопедов и психологов. И уже выделены часы по федеральной программе для подготовки этих кадров.
И я думаю, что в течение вот ближайшего времени, в течение однозначно этого года, многие вузы России будут стартовать по подготовке кадров, чтобы они начинали работу, начиная прям с самого первого дня, пребывая пациента в стационаре, что, собственно говоря, сейчас уже проходит очень активно во всех учреждениях стационарной реабилитации. И вот полноценная команда будет работать уже в каждом отделении медицинской реабилитации, полностью доукомплектованная по порядку оказания помощи. Вот, а что делать пациентам, перенесшим инсульт, да, например, больше года назад, но по разным причинам не прошедшим медицинскую реабилитацию? Для медицинской реабилитации нет ограничений по возрасту и по длительности того же инсульта. Этих противопоказаний, ограничений нет. Естественно, что чем раньше начата реабилитация, тем лучше будет результат. Самое такое благоприятное окно – это первые 2,5–3 месяца после инсульта. Поэтому вы задали очень хороший вопрос, как можно быстрее вот направлять на реабилитацию. Если у пациента прошел год после инсульта, и он не смог по каким-то либо причинам пройти курс медицинской реабилитации, но для этого показания, есть реабилитационный потенциал, он берет направление от участкового терапевта в тот реабилитационный центр или отделение, которым он закреплен по приказу, и, соответственно, его принимают на реабилитацию. Резида Ахметовна, вы у нас в Якутии уже не первый раз. Как вы можете, может быть, оценить уровень реабилитации у нас в Якутии? Как вообще у нас работают специалисты? Со многими общались уже наверняка. Действительно, мы были в прошлом году также на первой конференции, общались со специалистами, мы объехали абсолютно все отделения медицинской реабилитации. В основном, конечно, это был Якутск, это стационарная, амбулаторная реабилитация. И на сегодняшний день хочу сказать, что за неполный год после нашего приезда уже видны значительные изменения. Это благодаря тому, что работает, во-первых, очень активно институт, так назову его, главных нештатных специалистов Республики Саха. То есть это и главный невролог, и кардиолог, главный специалист по медицинской реабилитации, спортивной медицине. Работает целая дружная команда, которая отвечает и за первый этап, и за второй, и за третий. И действительно, благодаря поддержке Минздрава Республики и правительству, мы как раз вот были на нескольких встречах организационного плана, видны значительные достижения и в организационном плане, в оказании помощи. То, что уже в ряде учреждений есть современное оборудование, говорит о том, что очень дружная, быстрая команда, которая очень быстро реагирует и, естественно, хочет как можно быстрее повысить качество жизни всех пациентов, которые получили инсульт. Ну что же, Резида Ахметовна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам продолжить работу, естественно, в развитии реабилитации не только в России, да, не только в Республике Татарстан, но уже в Якутии, во всей России. Ну и приезжайте еще в Якутию, и будем рады пообщаться снова. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.